Больше всего сигналов на телефон горячей линии главы республики в период новогодних каникул оставила Воркута – 12 из 50. Жители жаловались на несвоевременную уборку снега с улиц и крыш, ремонт кровли, сбоев в расписании движения общественного транспорта. Справедливости ради заметим оперативность реакции на эти сообщения мэрии Заполярного города. Накануне на сайте администрации опубликован список всех телефонов управляющих компаний и описание закрепленных за ними территорий. Также появилась информация, что 9 января Игорь Гурьев провел совещание с перевозчиками по жалобам всех, кто проживает в поселках Северный, Цементозаводской, Заполярный и Советский. Принято решение возобновить выполнение рейсов в прежнем объеме до конца января. А вот далее, после анализа ситуации, их количество может быть изменено. Также на горячую линию губернатора в период праздников активно звонили жители Сыктывкара, Ухты, Инты, Усинска, Вуктыла, Печоры, Краткеросского, Усть-Уимского, Книжпогосского, Сыктывдинского, Троицко-Печорского и Сосногорского районов. Там основные нарекания, как сообщает пресс-служба Сергея Гапликова, к работе управляющих организаций и коммунальных служб, недоступности медицинских услуг, отсутствию воды и тепла. По ряду обращений приняты оперативные меры. Например, по просьбе жителей села Керес Краткеровского района произведена снегоочистка проезжей части автомобильных дорог от поворота на переправу до поселка Урюль. Напомним, горячая линия функционирует с 14 ноября прошлого года. Это личная инициатива главы после анализа поступающих обращений. Сервис будет работать круглосуточно, звонок бесплатный. Все поступающие вопросы, как заявляется, решаются в приоритетном порядке. По специальному бланку поручения они будут направляться в ответственные ведомства и руководителям на местах. Важно только, чтобы заявители оставляли данные для обратной связи. Статистика по обработанным сигналам будет еженедельно предоставляться руководителю республики.